Ух. Не май месяц, дорогие друзья, и снова здравствуйте. Я буду вновь и вновь цепляться за любимый мною телевизионный эфир и видоизмененной уже программе, которая раньше называлась «Подворье», сейчас она называется «Мы вам покажем». Как вы посмотрели, в шапке программы есть три красивые девушки, которые делают, всякие там женские дела. А мы с вами в программе «Мы вам покажем» будем очень сильно показывать все те вещи, которыми интересуется каждый уважающий себя мужчина. И что же мы сегодня собрались в этой брутальной, очень такой показательной обстановке? Смотрите, какой человек сидит. Человека вы все узнали, наверное, да? Анатолий Кириллин. Мы сегодня собрались рассказать об аспектах водоснабжения. То есть, на самом деле, рачительный хозяин должен думать о нескольких вещах сразу. Причем постоянно думать. Это тепло, это водоснабжение, это, извиняюсь, отвод отработанных влаг, то есть канализация, да, и вот следи, вызывай там водовозку, вызывай канализацию септика, септик берет только 10-кубовый объем, то есть ему на самом деле по барабану, там, откачиваете ли 1,5 куба или откачиваете 10 кубов, так что стройте септики побольше, причем правильно стройте, потому что не любая конструкция септика позволяет правильно ее эксплуатировать. Врагов, конечно, много у септиков, почему мы на септиках зациклились, потому что, основной враг это влага, жидкость, да? Но вместе с тем холодное и горячее водоснабжение – это очень мощные аспекты, еще раз говорю, частных подворий, которые Анатолий Кириллин специализируется, я боюсь сказать, с детства. Потому что, начиная со становления как личности, как человека, ты же пошел в ПТУ, да? Да. ПТУ. То есть начал с рабочей профессии. Он не киноактер профессиональный, потому что актерского образования у Анатолия нет. Есть у него курс телевизионной режиссуры, есть опыт работы и главным режиссером телевидения, но основная специализация Анатолия – это рабочие профессии. И он доказывает это многочисленными, скажем так, публикациями в социальных сетях, которые посвящены очень интересной всем теме благоустройства частных подворий. И мы сегодня поговорим о двух вещах. На самом деле мы сегодня снимаем 2 программы, и вторая программа будет, сами увидите, услышите. А сегодня мы поговорим об ошибках и, возможно, о том, как модернизировать систему водоснабжения любого частного дома. Анатолий, ты знаешь, поскольку каждый раз, когда у меня ломается насос очень известной германской фирмы, зеленого цвета такой, я его купил 17 но стоимость ремонта этого насоса, да, за 6 лет эксплуатации, оно в 2 раза превысило закупочную стоимость. То есть каждый раз, в принципе, можно было выгоднее покупать новый насос. И вот этот вот замечательный насос известной германской фирмы, он такой, вот вы сейчас на картинке видите, с расширительным бачком, с насосом, со всеми делами. У Анатолия был замечательный пост, как не путать подпиточный с насосной станцией. Насосные станции, производные от этого германского бренда, куча. Вот этих китайских синих, там оранжевых, фиолетовых и прочее, прочее, прочее. Но основная беда заключается это в том, что давайте мы дадим совет, на какой высоте нужно ставить емкость в гараже или в подсобном помещении для того, чтобы избежать каких-либо проблем, связанных с перемерзанием магистрали водной. Давайте начнем с того, что я, когда еще был совсем молодым человеком, я жил в Намсах, часто приезжал в город и всегда думал, почему вот в частном доме нельзя сделать как в городе, да? Чтобы у него, открыл кран, вода пошла, у него унитаз туда-сюда, благоустройство, это еще в 80-е годы. А потом я начал все это вот как-то изучать, подходить к этому делу, еще лет уже 30 назад я уже начинал все это делать. И вот теперь вот с накоплением такого, небогатого на самом деле опыта, да, жизненного, да. Все-таки какие-то я для себя сделал, да, выводы. На вопрос, да, на каком уровне ставить емкость. Вообще емкость, она должна стоять чуть-чуть подальше от стены, чтобы воздух проходил, и снизу тоже.
Вот основное правило. В принципе, высота не имеет никакого значения. Главное, чтобы под емкостью был воздух. Позвольте мне поспорить с уважаемым Анатолием Анатольевичем, поскольку у меня емкость стоит в гараже, Да. достаточно близко расположена от створа ворот Да. и стоит прямо на бетонном полу. Соответственно, вывод магистральной трубы от емкости происходит на высоте примерно 10 сантиметров, да, от уровня пола. Допустим. Часто открывается, и вот эта штука, если она не утеплена, Да. имеет свойство перемерзать. Перемерзание магистрали, подающей из емкости воду на насосную станцию, приводит к чему? Это приводит к остановке всей системы. И, конечно, самое страшное, это когда перемерзает насос. Когда его корпус лопается, потом все это Сухой оттаивает, и сухой ход, и перегорание всего там, чего есть, и вообще может емкость, вода вся вытечь в гараж. Вот это самые такие опасные моменты. В твоем опыте были такие Были, моменты? были. То есть вызывали тебя, да? в Да. такой момент? Потому что когда перемерзло все, лопнуло, ничего не текло, люди просто не знали. А потом, когда ворота закрылись, вот как ты говоришь, да, все потеплело, вода пошла, и вся емкость вытекла в гараж. Мгм. Такие моменты тоже бывают. Вот поэтому самое главное утепление. Вот ты магистрали. меня спросил про емкость, как его ставить. Но если, конечно, если он в основном в гараже стоят, да, если он стоит в гараже, то я всегда советую, и тебе советовал, да, в частности, надо брать, как говорится, не совсем снизу, да, и трубу проводить снизу, а насос ставить наверху. В принципе, Питающий насос. да, все насосы, они как бы откачивают, уже имеют обратный клапан, им не важно, где стоять. Мгм. Они откачать могут даже с колодца, в принципе. Ты Поэтому надо ставить насос повыше, чтобы он был вдали от холода. уважаемый Анатолий Анатольевич только что обеспечил себя на день фронтом работ, поскольку еще раз насосная станция, вот это производство зеленой немецкой фирмы, у меня стоит на уровне пола. Да, да, по физике, то есть в паспортных данных насосов, насосных станций указывается высота подъема, нет, это в канализацию имеется, с Не, какой вообще, высоты, да. Напорная высота там указывается. Напорная высота, да. То есть она может быть со значением минус и со значением плюс. Так что вот эта вот идея насчет верхнего расположения насоса, да, это на самом деле оптимальное решение для частных, еще раз, и в нашем минус 50, когда еще очень часто открываются ворота и так далее, для погрузки там товара и так далее. Это, ребята, такой момент. Какая у меня основная поломка? Ну, на самом же деле, еще раз, сухой ход, это вот, ну, не характерно, скажем, заработал насос. Если в доме живет пожилой человек и так далее, который не прослышал эти моменты, Да. то все, насосу точно конец. Есть какие системы есть защиты, существуют защиты, пока не будем говорить об этом желтом монстре, да, которые обеспечивают защиту насосных станций от сухого хода. Это обычных распространенных насосных станций. От сухого хода, насколько я знаю, может обеспечить только электроника. Когда он уже распознает нагрузку, да? Если нет нагрузки, он будет выключать. Когда есть нагрузка, уже насос воду качает, он нагружается, система электроники это распознает и подает на нее напряжение. Когда уже какое-то определенное время нет нагрузки, электроника все это выключает. А чисто механические, да, насосы, они как бы не защищены от сухого хода. От сухого хода. Да. Я скажу, что защита от сухого хода обойдется домовладельцу, ну, по нынешним ценам, наверное, тысячи 3,5 минимум, да? Это блок электроники и сама работа. Еще раз, есть еще один момент, который мы все забываем упомянуть. То есть насос, он вообще как выглядит? Он представляет из себя крыльчатку в корпусе, обычно в чугунном корпусе. Чем ниже качество металла, из которого сделан чугун, тем это хуже. И
Но есть же насосы, которые не по этому принципу работают. Не, ну принцип-то один и тот же. Крыльчатка. Да, крыльчатка, да? Двигатель приводит в движение крыльчатку, которая центробежной, да, физическими законами центробежной силы, она выталкивает наружу воду, а оно определенным образом идет в трубу, да, допустим, подается. Но в основном насосы очень схожи. Просто они отличаются мощностями и предназначением. Да. Есть циркуляционные, да, которые обеспечивают проток жидкости, да, определенный. Там, Они должны стоять вот так, да? ну, установка, она как бы у каждого своя. Просто принцип работы, говорю. Крыльчатка. Да, крыльчатка, вот она подает какое-то определенное давление и создает движение воды. Насосы, которые станции, да, они определенное давление создают, которое нужно нам для дома. А, кстати, значение Да. вот этого давления какое? Ну, в основном от 3-4, ну, до 5 можно регулировать, в принципе, да, но с завода уже они установочно идут, 4 выше бар. Это вот, они вот рассчитывают на частный дом, которые вот сейчас продаются, да, они рассчитывают на обеспечение унитаза, раковины, там, душевой, да, вот всех этих стиральных машин, посудомоек. Если даже, допустим, ты одновременно кто-то там моется, ты моешь посуду, еще на стиралке ты заложил, да, как белье свое. И вот насос должен обеспечивать все это. Да? Вот я пост писал же, да, про подпиточный насос. Да, подпиточный насос, он предназначен... такая же система. Вообще у них система одна, но по мощности они отличаются. И подпиточный рассчитан на 1,5 бара, да? Это для обеспечения работы котла. В основном закрытая система. И настенные котлы, и энергозависимые напольные, вот они работают на определенном давлении. Это среднее, это 1,5 бар, 1,5 бар. И вот этот подпиточный насос обеспечивает давление, нужное давление в системе. Но его часто используют как насосную станцию, потому что она чуть дешевле. Ага. Ну, у кого-то, да, в принципе, не создает это проблемы, 1,5 бара кому-то хватает. Но бывает, когда уже дом двухэтажный, где санузлов там 2 и более, ну или весь пакет этих, да, бытовых приборов подключен, то 1,5 бара может и не хватить. Из-за этого вот надо ставить предназначенные насосные станции, которые обеспечивают достаточное давление всего этого. В картинках в интернете насосные станции, они практически все оснащены расширительным бачком, да, в котором стоит мембрана, которую нужно регулировать и так далее. Вот эти все тонкости мы еще раз в других моментах покажем, когда будем на объектах. Но вот этот вот желтый насос, он не имеет расширительного бачка. Он может работать без этого, да? Ну, как мне сказали, да, специалисты, в принципе, этот насос, автоматика его надежна, в принципе, да, до такой степени, что он, в принципе, может выключаться, включаться, вот как ты открываешь кран, да, а не накапливать, допустим, в энергоаккумулятор. Вот где мы видим бачки, да, большие, они для чего предназначены? Они накапливают туда воду, потом под давлением воздуха, который там сжался, да, насос сжимает, и какое-то определенное время он может обеспечивать на кране, да, допустим, малое количество воды. И в это время автоматика не срабатывает. А вот здесь вот электронная автоматика и очень качественно сделанная, которая, в принципе, допускает этот насос работать без гидроаккумулятора, да, без емкости дополнительной. Хотя, в принципе, все насосы могут быть с гидроаккумуляторами. Это ничего такого плохого вам не сделает. Это экономия. Да, в принципе, экономия электроэнергии, ну и вообще система
насосов будет долго жить. Мгм. Анатолий, а почему в своих публикациях ты вот ратуешь именно вот за этот бренд? Сколько тебе миллионов заплатили испанский бренд, чтобы ты продвигал и именно насосы вот этой вот конструкции? Мы сейчас попытаемся разобрать этот насос и убедимся на практике, возможно, да, почему Анатолий прав в своих суждениях. Давай, буквально очень кратко, почему, и попробуем разобрать его. Самое печальное, что мне никто ничего не платил никогда. Но я всегда вот по своему опыту хочу людям предложить такое, да, устройство, которое... Беспроблемное. Да, беспроблемное, чтобы они просто наслаждались жизнью, да. Потому что я их много ставил, и, в принципе, по моему опыту, они намного реже, да, выявляют какую-то неисправность свою, и они ремонтируются. Ну, допустим, да, самое страшное, что в насосах, это перемерзание. Вот, Дмитрий, сам знаешь, да? Это разрыв корпуса там, допустим, трещина. Все это насос практически выбрасывается. Можно двигатель где-то использовать, гидроаккумулятор остается, и все. И приходится покупать новый насос. Бывает так, потому что у нас зима очень суровая, страшная, и все-таки бывает такое место быть. А вот этот насос, да, допустим, я вот сейчас вам покажу, как он устроен, да. Вот этот насос, вот почему он стоит, вот, он перемерзал. С завода стоит его родная шпилечка, да, без резьбы, здесь только у него резьба есть. Почему вот здесь стоит резьбовая шпилька, да, которая в рынке продается там за копейки, считай. Да, вот как раз мы его сейчас сейчас я его сниму, допустим. То есть, если промоделировать, Анатолий, ситуацию замерзания, Да. вот это, то есть расширяется лед же, да? Да. И вырывает вот эти шпильки, да? Да, вот этот вот этот насос перемерзал несколько раз, причем. Ага. И он еще рабочий. Он еще рабочий, да. Вот сейчас я его вот снял. Он, когда я прихожу, он уже стоит вот так, допустим. Вот так. И лед Шпильки вырвало? Шпильки вырвало, а он вот стоит, просто меняешь шпильку, да, допустим. И вот он опять снова рабочий. Получается, да? Если вот, ну сейчас получится ли его у нас вот этот корпус снять, да? Но дело в том, что... Давай постараемся, потому что это же очень принципиально. Принципиально, да? Тогда давай постараемся. Вот этот корпус, в принципе, снимается... Вот. Вот мы корпус сняли, да? Вот смотрите. Ну, здесь мы разбирать не будем. Вот здесь, допустим, вот 4, да? Вот ячейки стоят. Вот. Они как бы кассета, да? Вот видно, да? Вот раз, два, три, 4. Это есть насосные крыльчатки, да, которые внутри вот тут То есть стоят. каскад. Каскад. Ага. Допустим, если в любых других насосных станциях, там Одинарные. одинарный. И хорошо, если из металла. Да, и они бывают из пластмассы. А здесь вот целый картридж, да, вот каскадный стоит. Вот. Хороший такой металл. Ну, в принципе, да. Допустим, мы... Давайте даже... Разобрать одну кассету, да? Он легко разбирается, в принципе. Видавший виды насос. Видавший виды насос. Ну, я его достал же специально. Да, специально для нашего прихода. Потому что... Так, еще надо будет снять. Вал я уже немножко подзабыл, как это все у нас. Вот я хотел сказать, Разбирается, что да. с центральным валом. Во. Видите? Вот он у нас колчатка, да, центробежная, да, которая выбрасывает воду наружную, прямо вот сюда. И оно создает давление, и через внешний контур он сразу вот выдает
сюда наверх, вот сюда идет. Да, он отсюда всасывает туда. И центробежным этим силой, вот смотрите, как он устроен. Очень простенько, да? Все металлическое. Все металлическое, внушающее доверие. Внушающее и, я доверие. так понял, ремонтно-пригодное. Да? Ремонтно-пригодное. Он не боится вообще замерзания, да? Вот ты его вот так собираешь, и все. Он у тебя вот каждая вот такая штучка, она вот ото льда, она вот так вот выдавливается. Ты его спокойно разогрел, собрал и шпилечку новую сюда завернул. И насос опять в работе. Так, у него автоматика очень тоже даже. У него там не просто такие вот контакты, которые катушечные. Здесь магнитные стоят, да? Как мне объяснили. Ну, я еще сюда не лазил. Еще, да, это пока другой копать не разговор. будем, да, это уже Да. совсем другая тема. Просто мы видим, что конструктивно Да. вот та потенциальная, скажем так, работодатель Анатолия Анатольевича, который активно пропагандирует и культивирует в социальных сетях, там, в публикациях некоторых, да, на радио есть замечательная рубрика для домовладельцев тоже, что не вот этой зеленой маркой единой живы. То, на самом деле чуть дороже вот этот насос, чуть дороже. Если, скажем так, зеленый насос стоит порядка 17 тысяч, это стоит 25 где-то. Где-то, да, 24, 25. 24-25, без гидроаккумулятора. Там с гидроаккумулятором, да, может кто-то сказать, экономия будет. Но, уверяю вас, те проблемы, которые создадут неправильная эксплуатация насоса, наши климатические условия, наши перебои, извиняюсь, с электроэнергией, возможно, там, с другими ресурсами, да, то вот этот комфорт эксплуатации, водообеспечения, да, водоснабжения, оно перекроет все те мыслимые затраты, которые, переплату, возможно, там 7-8 тысяч, которые в начальном этапе хозяин понесет. Это не реклама абсолютно, это, еще раз говорю, это конструктивная особенность. Насосы бывают разных типов. И согласитесь, что купить проще шпильку за, извиняюсь, за 20 рублей, да, метр, Да. и сделать из нее 4 штучки, насадить обратно. Это вот заводская шпилька, да, стоит? Да, вот это вот заводская. Это вот заводская, да, латунная шпилечка стоит, но... Вот это вот поставленные мною. Ну, она абсолютно такая же жизнеспособная, как и заводская. Да? Да, получается так. Ну, то есть, на самом деле, выводы и траты нести вам, дорогие наши владельцы частных подворий, частных домов. Просто нынче... Год сложился для меня, я вот менял систему отопления, которая, кстати, мы сходим, проверим с Анатолием еще раз, убедимся, что парапетный котел при минус там, 40 и так далее, но он абсолютно справляется с той задачей, которая ему поставлена. И сегодня мы своими глазами увидели, промоделировали даже виртуальную ситуацию, когда перемерзает система водоснабжения. Что будет с традиционным насосом, мы все отлично знаем. Это стоимость, это огромная стоимость, там, очередь в ремонте и так далее, и так далее. Да не обидятся представители компании, которые делают ремонт. На самом деле очень хорошая фирма, но не в наших климатических условиях. Та зеленая фирма, да? И поэтому, если вы немножко думаете, если вы немножко заходите вперед, моделируете те обстоятельства, которые могут случиться с вами при проживании в частном доме, просто рекомендую. Вот эта вот желтая марочка, не будем называть, просто насос другой конструкции. Да, другого типа, чуть-чуть немножко другой конструкции. И самое главное, да, вот, в принципе, все насосы жизнеспособны, да, если их правильно ставить, правильно эксплуатировать. Но когда все-таки ты, допустим, человек, который покупает этот насос, он не для себя, допустим, для матери, для родителей, допустим, да, или для сестры, которые не очень осведомлены в технических этих, да, а живут отдельно. Вот тогда уж лучше, конечно, им предложить или им купить насосы такого типа, чтобы потом самому не встречать никаких проблем, не бежать там, все это. Да, позвонит утром мама, вчера забыла дедушка дверь закрыть, у нас все насос раздавило, быстро нам отремонтируй насос, и самому тебе придется бежать, вставать в очередь, очень дорого, а тут шпильку поменял и все. Допустим.
Так что, дорогие друзья, мы сотрудничество с Анатолием Анатольевичем продолжаем. И в этом сезоне, в прошлом сезоне мы очень хорошо говорили про системы отопления, про другие аспекты, которые возникают на частных подворьях. Ну, а в этом сезоне такой технический ликбез с Анатолием Кириллиным, АК-ЧАКе, он будет продолжен уже в рамках программы «Мы вам покажем». А что мы вам покажем в следующих выпусках? Следите.